Всем привет, дорогие друзья! В эфире программа «Пропеллер». Всем привет! Привет! Сегодня у нас в гостях Анастасия Ветрова, абсолютная чемпионка по фитнес-бикини 2017 год. Анастасия Ветрова, чемпионка республики по фитнес-бикини в категории до 163 сантиметров и абсолютная чемпионка республики по фитнес-бикини, занимается тренерской деятельностью и готовится к чемпионату Хабаровского края по бодибилдингу. Ну, в первую очередь, расскажи, пожалуйста, как же тебя занесло вообще в спорт? Угораздило. Да, как же так получилось? Ну, это семейное. У меня муж спортсмен, и у меня не было выбора. То есть, либо ты сидишь дома, либо ты находишься с мужем в спортзале. Проморгай глазами, если тебе... Я сама осознанно пришла, просто пришла позже, чем это сделал он. Да и муж под контролем всегда. Да. Да. Как проходила подготовка к соревнованиям? Было ли сложно? И как ты вообще решила участвовать? Решила участвовать я неожиданно. Просто муж сказал, попробуй. Морально же тяжело вычеркнуть продукты, которые ты привыкла кушать. Очень тяжело. У меня свекровь повар, у меня дома каждый пирожки всякие, оказики, тортики. А пока муж не видит там ночью под подушкой сникерс. Я грешила. Ты правда ночью вставала? Да, шла к правда, холодильнику ночью я делала вид, как будто я иду в туалет. И подтачивала. И потачивала потом по маленькому кусочку. У тебя столько нервов, ты готовишься, потом вообще последний день не пьешь, что даже пить нельзя, да? Да, я не пила и не ела даже последние сутки до соревнований. Поэтому, если девочки все радовались, ходили за кулисами, там делали селфи, то я просто сидела в гримерке все соревнования, потому что мне было очень тяжело. И даже на интервью и на фотографии меня силой оттуда вытаскивали. А по самому конкурсу все же такие красивые выходят, определенный какой-то дресс-код есть, минимальный, конечно, там вверх-вниз. Стандарт на купальнике есть. Ну, я вам точно его не опишу, все должно быть прикрыто. Я его когда заказывала, я девушке объяснила то, что мне нужна вот именно категория фитнес-бикини. И вот она по стандарту шила. То есть я пришла уверенная, что я пройду. Ну вот я знаю, что очень важный фактор не только непосредственная проработка мышц, там, тела и так далее, а то, как ты можешь это преподнести, и вот как ты работала над этим. С позированием мне помогала прошлая чемпионка Ирина Даниленко. Поворот направо. Нужно все это успеть показать себя на каблуках, в купальнике, улыбаться при этом всем. Получается, вы репетировали, да, выходы? Да, в день до соревнований, вот вечером, в 11 вечера я ее бедную вывезла, сказала, пожалуйста, последний раз, походи со мной. Но не было желания в танцевальную студию прийти, чтобы... Я думала об этом, да, чтобы мне помогли вот с пластикой рук, потому что у меня руки деревянные, а там нужно было вот это вот пластично делать. Что-то из кунг-фу показала. Ну, нет, справились, без танцоров. Без танцоров боитесь. Подготовка сама по себе не может проходить легко, ведь самый главный соперник – это ты сам. Поэтому, проанализировав некоторые вещи, некоторые свои же способности, я просто начал хитрить, обманывать свой организм, в общем-то, добился. Особой стратегии не было. Здесь я должен был выставить свою лучшую форму в свои 43. Когда я был помоложе, я надеялся на какую-то удачу, но сейчас, в общем-то, время не то, и здесь уже пришло время мудрости, наверное, да. Волнение, оно всегда есть, и если недооценивать соперника, то ты обязательно проиграешь. Виктор Нифонов очень серьезный соперник, он очень тщательно, хорошо подходит к подготовке, поэтому относиться к нему просто так тоже нельзя. Красота, она всегда красота, она не только снаружи, она и внутри. То есть, если человек выглядит неплохо, у него и душа хорошая. Эмоции, они безграничные, бесконечные. Я очень счастлива, очень довольна. Честно, я не ожидала, что я выиграю.
Я активно, конкретно, без пропуска занимаюсь 3 года. Но к соревнованию начала готовиться с октября месяца прошлого года. Самое сложное для меня это было питание. Ну, к сушке я подошла с терпением. Сушка – это вообще исключение постепенное углеводов. То есть мы оставляем белки, овощи, клетчатку. И за последнюю неделю до соревнований я убрала полностью углеводы. То есть остались одни белки и клетчатка. Я буду дальше заниматься спортом, я никогда не брошу. Ну, конечно, буду тренировать. Я всем советую идти в спортзал, заниматься спортом. Спорт – это жизнь, это движение. У очень многих же возникает такая проблема. Я хочу прийти в форму, но для того, чтобы мне прийти в зал и там прийти в форму, мне нужно предварительно прийти в форму. Потому что, я же не могу совсем. Ну, типа стесняется, да? Да-да-да. Наоборот, так интереснее работать, когда есть с чем работать. Когда видишь, тень просто начинается. Ого! Вот я сегодня будет насыщенный рабочий день, я чувствую. Очень тяжело бывает только в плане техники. Бывает, кому-то очень тяжело дается присед, например. Присед, да. Да, особенно вот некоторым девушкам. Особенно вот некоторые. Ой, особенно когда коленки болят, вообще. Коленки болят, это неправильная техника уже. Не знаю, я помню, когда я учился приседать, да, это жутко сложно, когда у тебя гибкости особо нет. Это... Да. Помимо фитнеса, какие у тебя хобби, чем ты живешь? Очень тяжелый вопрос. Ничем. Потому что, да, я живу спортзалом. А сейчас в фитнесе очень популярна йога, допустим. Как ты относишься? Ну, стретчинг, йога, неважно, вот такие вот. На растяжку я хожу. Как успехи? Почти села на оба шпагата, то есть на такие, как название, не знаю. Какого шпагата? На передние и на задние ноги. Просто мы недавно сюжет снимали про стрейчинг. Мне уверяли, что это не больно, но я сходила и было больно. Это больно, да. Слезы текли налево. Так, хватит! Ну-ка, перестань, чтобы я больше не слышал этого. Вообще сейчас огромное количество новых направлений в фитнесе, и в спорте, и у нас в городе они появляются. Тебе нравится или ты больше за старую школу? Нравится. Я сегодня сходила на МС, сертификат, который, кстати, выиграла на чемпионате. Ребята, это когда на вас электроды нацепляют, и вы занимаетесь, и вас параллельно током бьют. Да, во все группы мышц. Но ощущения ни с чем не сравнимые. Мне не с чем сравнить, когда тебя бьют током. Помните, был раньше магазин на диване, и там рекламировали всякие стимуляторы, которые типа бабочки на живот цепляются. Да, и бодибилдеры сидят там, и у них типа пресс от этого нарастает. Но принцип-то тот же. А я верила. Следующий кадр просто дома, и куча сваленных бабочек. Они уже не летают и никогда не полетят. Друзья, всем привет, скоро лето, надо готовить свое тело. Пообщаемся, узнаем, что кого интересует, кто занимается, кто не занимается, чем занимается и прочее. Короче, посмотрим. Через этого вышла! Вот вы постоянно ходите, как вы считаете, ходьба — это спорт? Если ты не бегаешь, ну и в принципе не развиваешься, то ходьба – это спорт. То есть ты выбрал себе спорт? Да. Сколько ты жмешь от груди? Нисколько. Что лучше, заниматься спортом или заниматься рэпом? Спортом, конечно, вы что? А почему? Ну, рэп-культура именно в России, она ужасна. А какой самый дурацкий спорт, как вы считаете? Это не могу сказать. Весной в Якутии все спортсмены. А как ты считаешь, что лучше, накачанное тело или машины? Машины А у тебя она есть? нету. Ну вот и все. Привет, слушай, как ты относишься к спорту? Отлично, сама занимаюсь. Чем занимаешься? Ну, раньше занималась легкой атлетикой. Ты в каком районе живешь? На Кальвице. Ну, это очень полезно. На Калице вы бы видели, что происходит на Калице, и там только если бегать и прыгать. Вот у тебя есть два выбора. Либо заниматься спортом, либо заниматься рэпом. Привет. Ответьте на пару вопросов. Поздно.
Нет, вот камера, смотри. Вот. Это розыгрыш. Быстрый шаг. Это не мое. Привет, слушай, сколько ты жмешь от груди? Подожди, я знаю, это типа вопрос с подвохом, да? Нет, это так. Нет. Это так? Нет. Это так, вот сейчас я отвечу, и потом вы поменяете вопрос изначальный. Нет. Так и есть, серьезно. У нас тема спорт, мы просто у людей про спорт спрашиваем. Как вы относитесь к спорту? К спорту хорошо. А занимались раньше? Нет. Ну, по вам же видно, вот такая юркая, быстрая. Легкая атлетика. Нет, я не... Фитнес-бикини. Нет. Подожди. Не, серьезно, тут вопрос с подвохом. Да подожди, ты не убегай. Я просто хожу в тренажерку. Да, и есть результаты? Ну, да. То есть ты готов к лету удивлять всех дам? Нет. А чем ты занимаешься? Баскетбол. Серьезно? В смысле, серьезно? А вы занимаетесь спортом, да? Ну, да. А каким именно? Ну, я просто бегаю, и иногда бывает хожу на тренировки ММА. Какой ты считаешь самый дурацкий вид спорта? Да не знаю, но все нормально. Просто кому-то может нравиться что-то, что не нравится мне. Вот самый замечательный ответ. Спасибо тебе большое. Хорошего тебе дня. Вам спасибо. Знаете, я не буду делать никаких выводов. Просто сами решайте, заниматься вам или не заниматься спортом. Просто скоро лето, я как бы не намекаю, но пора бы пойти в зал. Что ты думаешь в дальнейшем делать в ближайшее время? Куда ты конкретно хочешь пойти учиться? Я когда смотрела в интернете, куда можно поехать учиться, то есть у них 2 филиала, Москва и Питер. Ну, это направление, ты колледж рейдера же, да? Да. По-моему, инструктор, фитнес. Да, ну там тоже всякие подразделения есть, то есть можно на инструктора, можно одновременно на групповые выучиться. В связи с тем, что я работала в ЕРПНД, то есть опыт медицинский у меня уже есть, там потому что очень много медицины говорят. Аминозин вколоть там буйному какому-нибудь качку. Ты откуда знаешь? А сколько обучение длится? Длится оно 4 недели, ну, в общем, месяц. То есть там 5-дневка, как обычная стандартная учеба. Ну, обычная стандартная учеба 5 лет. А что, так можно было? Тут-то открылись у Марины глаза на многое в жизни. В ближайшее время я планирую подкопить денег и все-таки поехать учиться. Это моя мечта на данный момент. Ну, а наша передача подходит к концу. У нас в гостях была Анастасия Ветрова, абсолютная чемпионка по фитнес-бикини. Настя, мы еще раз поздравляем тебя с победой. Дай 5. Бейтесь. И надеемся, что из Дальнего Востока ты тоже приедешь с победой. Спасибо. А на этом наша передача заканчивается. Всем пока. Пока-пока. Пока. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельные и имущественные отношения, документационное обеспечение и управление, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. Якит, будущее в твоих руках. У каждого дела запах особый. У маляра пахнет краской роба. Куртка шофера пахнет бензином. Блуза рабочего – маслом машины. Руки стилиста – водой душистой. У визажиста – румяной пушистой. Пахнет электрик горелой проводкой. Сладким парфюмом с изысканной ноткой пахнет ведущий в день торжества. Ведь не секрет, пахнут все ремесла.